В Ухте выявлено 84 новых случая ВИЧ в этом году. Это меньше, чем за тот же период времени в прошлом. Однако статистика все равно пугающая. Город неизменно лидер в Коми по количеству зараженных вирусом иммунодефицита. Что показал очередной месячник профилактики ВИЧ в местной поликлинике, знает Виктория Науменко. Ежегодно медики должны тестировать на ВИЧ не менее 23% населения. Такая задача стоит перед ними уже несколько лет. А потому раз в полгода в Ухтинской поликлинике устраивают так называемые месячники тестирования. Нынешний приурочили ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Его ежегодно отмечают 1 декабря. Медики активно информируют население об особенностях заболевания, предоставляют дополнительные возможности провериться на ВИЧ, при желании анонимно. Это можно сделать очень просто. Наш мобильный комплекс в выходные дни, если неудобно идти в поликлинику. Если это во время рабочей недели, то можно подойти в инфекционный кабинет, заполнить определенные документы и пройти тестирование на ВИЧ, а затем узнать свой результат. И все же больших очередей в этот кабинет в поликлинике нет, хотя сама процедура много времени не занимает. На забор крови уходит не более 5 минут. Забор крови на ВИЧ не требует особенной подготовки, ограничений в приеме пищи, лекарств. Результат будет готов через 3-4 дня. Вне месячника попросить направления на тест на ВИЧ можно у любого специалиста поликлиники. Но, увы, не все граждане пользуются этой возможностью. А между тем проверять свой статус время от времени важно. Ведь ежемесячно только в Ухте выявляют в среднем 6-7 новых случаев. Причем большинство из них случайно. Такие люди уже попадают в больницы, в стационары, обследования проводят там, или же обращается в поликлинику по каким-то серьезным заболеваниям. Дается направление на обследование, и по результатам этого обследования выявляется, что анализ положительный, опять же дальше до обследования. Медики напоминают, заразиться ВИЧ можно лишь при незащищенном половом контакте с партнером с высокой вирусной нагрузкой и при использовании одного шприца для внутривенной инъекции. Поэтому бытовое общение с ВИЧ-положительным совершенно не опасно. Однако важно, чтобы сам инфицированный знал о своем статусе и вел себя ответственно, не подвергая окружающих риску. Были случаи, когда обращались люди в суд, там закончилось все нормально, конечно, потому что это была семья, но такие случаи тоже бывают. И мы даем, когда они к нам первый раз приходят, мы обязательно информативное согласие заполняет о том, что они предупреждены, что у них выявлены заболевания, что вступать в половые контакты или какие-то различные связи они не имеют права. Это все уголовно наказуемо. С 1990 года среди жителей Коми выявлено 4810 ВИЧ-положительных. При этом умерли непосредственно от ВИЧ-инфекции 253 человека. Это запущенные случаи, говорят медики. Вот почему важно выявить заболевание как можно раньше, чтобы начать антиретровирусную терапию. Препараты в поликлинике есть, и с их помощью ВИЧ-положительным гражданам можно обеспечить полноценную жизнь, в том числе созданием семьи. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.